Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: какие события кардинально повлияют на вашу жизнь. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и назначьте свой срок. Не загадывайте слишком короткий и не загадывайте слишком длинный. Я буду смотреть на 2 месяца. Настраивайтесь. Я пока убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Так, ну прекрасно. Смотрите, вышел сапог, очень какой-то необычный, на высоком каблуке. Еще и с левой стороны, да, в левую сторону смотрит. Ну, это какое-то невероятное событие. Абсолютно неожиданно врывается в вашу жизнь, ну, буквально вот в течение нескольких дней. Да, ворвется в вашу жизнь. Тут столько шума будет, столько будет разговоров, сомнений, переживаний, но все закончится хорошо. Слушайте, вам придется куда-то идти, куда-то ехать, с какими-то людьми разговаривать, общаться, либо вести дела. По высокому каблуку понятно, что эти люди, они непростые, статусные, либо облеченные властью, какими-то возможностями, ну, как принято называть, сильные мира сего. Вот у вас идет контакт с этими людьми и, возможно, даже какое-то сотрудничество. Да. Встреча, знакомство и сотрудничество. Знаете, для вас это какой-то невероятный опыт и какое-то очень мощное подспорье, помощь. Вот помощь в вашей жизни. Сначала вы испугаетесь, а как разберетесь, поймете, что вам очень повезло. Очень-очень повезло. Не каждому так везет, не у всех такие возможности появляются, а у вас они обязательно будут. Хоть влево смотрит наш необычный сапог, но поверьте, вы даже какую-то выгоду поимеете. Я так скажу, не маленькую выгоду вы получаете. Вам от этих связей прибывает. Прибывает, причем конкретно прибывает. Ну, у кого-то деньги, у кого-то возможности, у кого-то работа, у кого-то решение каких-то ваших проблем. Да, это серьезная ситуация. В плюс, однозначно в плюс. Главное, не бойтесь, не сомневайтесь. И если само в руки просится, конечно же, берите. Берите, пользуйтесь этим шансом. Не надо сидеть, бояться, не надо думать о плохом. Да, неожиданно, да, резко, да, вы к такому не привыкли, но случай он такой, он не спросится, он придет, да, напрашиваться не будет. Если упустите, жалеть потом будете. Высокопоставленные люди, сильные мира сего, ну, к вам благоволят. Хороший знак. Так, событие на работе у кого-то идет, очень громкое событие на работе, какой-то скандал, большой скандал. Какие-то очень серьезные разбирательства. Не исключено, что об этом будут публично говорить. Вот, газеты, новости, да, там интернет будет пестрить заголовками. Это либо ваша конкретная работа, где вы сейчас работаете, либо это связано, ну, допустим, вы на пенсии, да, связано с разборками там, в каких-нибудь этих институциях, да, которые там эту пенсию начисляют, там, повышают, не знаю, что они там делают, я просто не сильна в этом. Но вот будет что-то громкое, что-то прям феноменальное будет происходить. Люди как будто бы получат свое право на, например, достойную компенсацию, на восстановление своих каких-то полномочий, да, на получение каких-то профитов, бонусов.
Может быть, вам долго не платили зарплату, либо вас несправедливо там пытались уволить. Да? Идет восстановление вашего права, но через какой-то большой скандал. Это не связано непосредственно с вами, вы просто как бы в этой массе находитесь, да, в массе событий и обстоятельств. Полетят головы, то есть найдутся виновные, причем имена будут названы, возможно, какие-то следственные действия пойдут, да, там разбирательство, человек там под следствие попадет. Кстати, не один, тут несколько человек. Один прям самый главный идет, и еще как посипаки, да, то есть 2-3 человека, которые, ну, как мелкие исполнители получаются, да. Но я вам скажу, будет жарко. Будет жарко, вы идете наблюдателем, в первую очередь, во вторую очередь вы получаете. То есть вы из этой ситуации получаете свою выгоду. То есть плюс идет. Вот. Но вам как бы даже и не плюс важен. Вам важно, чтобы восстановилась справедливость, чтобы виновные ответили по всей строгости закона, и чтобы другим неповадно было вот такие вот вещи творить. Да, однозначно. Громко будут разбираться. И наказание, справедливое наказание идет. Так, идем дальше. Девочки, блудный муж. Блудный муж вернется в вашу жизнь. С правой стороны заходит, значит, по правому делу придет. Ну как, поменялся, одумался, переосмыслил свое неправильное поведение. Возвращается мужчина с предложением, с хорошим поведением, с чувствами, с любовью, и будет вас уговаривать. Будет за вами ходить, будет ныть, скулить, уговаривать. Я поменялся, и проверь меня, и испытай меня, дай мне любое задание, я совсем справлюсь, вот только не прогоняй, да, только не прогоняй, либо скажи, что простила. Вот. Будет добиваться вашего прощения. В принципе, но вижу, что здесь кто-то очень обижен на мужчину, особенно если через предательство вы прошли. Но вам все равно, вот если в целом сказать, да, приятно, что мужчина вернулся, что он отдумался, что он все понял, что осознал все свои ошибки. Вернетесь вы в отношения, не вернетесь, это уже дело другое. Но момент сатисфакции, он вами будет получен. И, девочки, вот кто даже мужика этого назад не пустит, вы понимаете, вы от этой ситуации как крылья обретаете. Вот хочется расправить спину, хочется быть вот, чтобы замечали, да, замечали вас, уверенность какая-то прям у вас проявится. Вы сильнее станете, увереннее в себе. То есть это на пользу идет. Возвращение этого бывшего, может, бывший муж, там, бывший возлюбленный, да, ну вот вернется и будет вас опять добиваться. И смотрите, прям целые эти горы дел вороте, да, вот посмотри, что я могу, вот посмотри, какой я хороший, вот обрати на меня внимание, прости, да, разреши просто хотя бы вот рядом побыть. В целом приятно, вот, в целом приятно. Ну, а как с ним поступить, я думаю, что каждая решит сама для себя. У кого-то из вас также отыграется мужчина, кто долго не мог принять решение. Да, вот как поступить? Встречаться, не встречаться, жениться, не жениться, съезжаться, не съезжаться. Ну, такой вот он был. Нудный в этом плане, да, и очень аккуратный. Смотрите, прям с предложениями, смотри, и так могу, и сяк могу, и как ты хочешь, и как ты пожелаешь, и все к твоим услугам. Да. Прям прорвет, девочки, прорвет. То сидел, молчал, тужился, пыжился, а тут, смотрите, вон сколько вам предложений сразу накидает, аж голова закружится. Будет такое впечатление, что это не он, да, подменили моего мужчину. Это слишком активный, да. Но это приятно, мужчина наконец-таки начинает действовать, наконец-таки он понимает, что он капитан, да, и кораблик без него не поплывет. Ну, скажем так, добились, девочки, добились своего, добились. Возможно, что-то делали, возможно, обрядики делали, ритуалы делали, возможно, поменяли свое поведение, да, в отношении этого мужчины. Ну, смотрите, как сработало, мужчина активный, мужчина заинтересованный, мужчина предлагает, как оно и положено. Еще одно важное событие – это тайные отношения. Вот у кого-то есть тайные отношения.
И я так понимаю, что мужчина не свободен, ну а женщина очень из-за этого переживает. Девчоночки, что сказать? Ну, у кого-то отыграется, что вы забеременеете, и все решится. Просто вот сразу в один момент все решится. То есть это приятное событие, да, и стать мамой, и мужчинка наконец-таки решится. А у кого-то отыграется, что у вас, вот вы долго были в этой тайной связи, все ждали, все надеялись, а кто-то прям годами в этой связи находился. Вот, пожалуйста, новизна идет, новизна в виде нового мужчины. То есть знакомство с новым мужчиной и прекращение тайных отношений. Вот здесь уже вы выбираете себя, выбираете свое будущее. Уже приходит осознание, что все-таки, да, столько лет впустую потратила. Вот, и зачем это все мне нужно было. А тут, смотрите, какой мужчина хороший выходит. И прям свободный, и прям то, что вы хотели, и по характеру, и по стабильности, и по отношению к вам. То есть, как, знаете, автозамена идет, но с большим-большим плюсом для вас. Да. Как-то вы быстро меняете, как перчатки меняете отношения. Ну и правильно, девочки, ну что себя губить, что лучшие годы тратить на того, кто никак решение принять не может. Понимаете, ну что? Вы же и сами понимаете, что так не годится, и к чему это все приведет. И дальше что? Я не вижу, чтобы вы прям долго думали, либо там страдали, переживали. У вас этот новый роман, он такой яркий, он такой жгучий, он такой страстный. Вы обо всем на свете забудете. И новые отношения, они будут такие счастливые. Счастливые, вот именно действительно настоящие. Это хорошо. Я за вас рада. Так, момент связан с каким-то открытием. Что-то вы в себе откроете. Случайно, да, под влиянием каких-то обстоятельств, либо событий даже, может быть. Внешнее влияние идет, и вы под этим влиянием в себе открываете талант. Способность, талант. Как-то вы себя реализуете. Вот знаете, испугаетесь, но сделаете. И поймете, что бояться нечего, что да, это я, да, это мой талант, и это мое призвание. И вы знаете, начнете творить, и цены вам не будет, и люди к вам потянутся, и поклонники у вас появятся. И, девочки, кто-то прям на этом и бизнес построит. Да. Возможно, окажется, что вы талантливый кондитер, либо вы талантливый музыкант, а может быть, вы талантливый, не знаю, там, как это называется, так, кто одежду шьет, модельер, да, швея. Ну, швея, наверное, нет, модельер, да, может быть, вы сами придумываете и шьете. Вот закончилась одежда в магазине, либо какой-то ширпотреб везде, он валяется на полках, который никто не берет, а хочется же хорошую вещь, хочется как-то отличаться от других. Вот вы возьмете себе, пошьете. Там срочно нужно платье. Возьмете там по журналу, посмотрите, пошьете. Выйдете в этом платье, все обалдеют и к вам потянутся. Да? Откройте свое ателье, будете принимать эксклюзивные заказы, ну и жизнь наладится. Вот. Хорошее событие. Но вот что меня смущает, то что вы прям с трясущимися руками первый раз это делаете. Настолько не уверена в себе, настолько себе не доверяет. Господи, ну разве так можно? Ну что ж вы так к себе относитесь, мои хорошие? Поверьте, никто гениальным не рождается. Ну не рождаются люди в этот мир, умея что-то досконально делать, суперпрофессионально. Нет, люди этому учатся. Сколько есть абсолютно неталантливых людей, которые путем обучения, путем знаний добиваются хороших результатов. Вот. А вы от природы талантливы. Зачем же вы в себе это прячете? Чего же вы этого боитесь? Проявляйте себя, действуйте, будьте смелее. Все будет замечательно. Так, идем дальше. Ну тут кольцо, однозначно выходит кольцо. Это предложение, девочки. Вот предложение руки и сердца. Идет вам предложение. Может быть, ждете от этого мужчины, может быть, совсем не ждете. Да, но вам кто-то будет явно делать предложение руки и сердца, дарить вам кольцо, ну и говорить: выходи за меня замуж, будь моей женой.
Мужчины, кто смотрят меня, вас это тоже касается. Возможно, женщина сделает вам предложение. Так и скажет: все, хватит жить баблем, я выхожу за тебя замуж, да? Либо стань моим мужем. То есть женщина тоже может сделать предложение. Это нормально, ничего тут плохого нет. Так что готовьтесь, будет предложение. Не могу сказать, как вы ответите, потому что для вас это, конечно, будет что-то, вот прям земля трясется под ногами. Неожиданно шок и вот реакция. У вас идет странная реакция, похожая на ступор. Вот в левой стороне прям вышло, так и показали. Может, и правда не ждете. Может, вы в принципе боитесь брака. Да, особенно вот я знаю, некоторые мужчины очень боятся брака. Да и женщины есть такие вот обожженные птички, кто боятся, кто был в плохих отношениях, кто жил в ужасном браке, да, они потом боятся. Но все-таки вот мне показывают, что это предложение доброе, то есть от доброго человека идет. Ну, сами уж там разбирайтесь. Захотите замуж, примите предложение, не захотите жениться, ну так поговорите об этом, да, обсудите. Но кольцо я вижу, точно кольцо вижу. Кстати, вот у кого-то отыграется, возможно, это кольцо и не для вас, и не ваше. Возможно, вы узнаете, что ваш ребенок решил жениться, либо внук даже, может быть, решил там жениться, выходить замуж, внучка решила. Но для вас это будет шок, да, вот думаете: ай, маленький, куда же там жениться? А окажется, что там девочка беременная, да, вот, либо любовь такая, что прям не могут друг без друга. Ну, в принципе, плюсовое. То есть это не к плохому, это к хорошему идет. Так, еще на свадьбе погуляете. И внуков, правнуков, может, понянчите. Так, какое-то предложение очень выгодное идет по поводу приобретения чего бы то ни было. Знаете, вот как будто бы за бесценок вы сможете что-то купить. Купить что-то хорошее и дорогое. Вот, ключевое. За бесценок покупаете что-то хорошее и дорогое. Вас будет очень смущать то, что дешево. У вас прям голова будет болеть. Вы так и будете думать: ну как же так, почему так дешево? Там человек в какой-то критической ситуации, либо в каких-то критических обстоятельствах, да, нужны деньги. Ну, допустим, да, кто-то болеет, нужно срочно продать, там, ну, допустим, пусть это будет земельный участок, да, земельный участок, чтобы вложиться деньгами в здоровье свое, либо близкого человека, да, и человек вот готов лишь бы поскорее, да, за любую сумму отдать. Либо человек наоборот, какой-нибудь там пьющий, либо наркоман, да, нужны деньги там на очередную бутылку, либо дозу, и человек говорит: а купи у меня, да, там за 3 копейки. Вот, поверьте, если все правильно оформить, это очень хорошее капиталовложение. Очень хорошее. И вы оцените, и ваши дети оценят, и внуки ваши оценят, да все оценят. Это как счастливый случай, что-то вот действительно как даром приобрести. Но смущения будут. Если прям такие сильные смущения, ну, всегда же можно обратиться к адвокату, всегда же можно обратиться в соответствующие там инстанции, организации, там проверить, что там на этом земельном участке, либо на той же квартире, либо, может быть, на машине. Да, все это можно проверить, себя успокоить и совершить эту сделку. Но сделка крайне выгодная идет для вас. Очень выгодная сделка. Так, идем дальше. Какой-то отказ идет. Отказ в каком-то документе. Вы очень хотите этот документ, а вы прям на него молитесь, на этот документ. Очень много сил, кстати, и денег потратили на то, чтобы этот документ у вас был. Но вам откажут в этом документе. И знаете, это лучшее, что могло с вами случиться. Если бы вам этот документ одобрили, если его одобрят, ну, хотя я не вижу, что одобрят, это как-то опасно. Опасно для вас, для вашей жизни, для жизни ваших близких. Если это документ общий, например. Да? То есть для вас лучший исход – это отказ. Отказ и какое-то другое решение вы будете принимать. Да? Ну, может быть, вы хотели куда-то уехать, да? Ждали, пока вам визу откроют, а вам взяли и отказали. А если бы вы поехали, в беду бы попали, понимаете? Либо вы, например, где-то находитесь и хотите оставаться там дольше.
вам отказывают, и вы вынуждены, например, возвращаться. То же самое, да, если постали, что-то плохое бы с вами произошло. А так вы вернетесь и избавитесь от неприятностей, да, либо беда не постучится в вашу дверь. Поверьте, так иногда в жизни бывает. Плохое событие, вот внешне нам кажется, о, нам отказали, значит, это вот все трагедия. А на самом деле это спасение. Это спасение, и это лучший из выходов в данной ситуации. Вот у вас идет такой отказ. Вы обязательно узнаете, послушайте внимательно, вы узнаете, что могло бы с вами произойти. Потому что это что-то произойдет с другими людьми. И вы впоследствии, ну вот какое-то время пройдет, вы об этом узнаете. Узнаете, перекреститесь и Боженьку поблагодарите, что именно вам отказали, и тем самым вы избежали вот таких плохих последствий. Так, еще, ну, кому-то идет судьбоносное знакомство. Ну, действительно знакомство. Счастливое знакомство. Смотрите, какой мужчинка. Сейчас скажу пикантную подробность. Не смейтесь, пожалуйста. Но вот прям показали, я должна сказать. Может быть, это вот прям сигнал для вас, да, либо как отличительная черта. Мужчина, с кем вы будете знакомиться, у него какая-то необычно красивая попа. Ну вот прям, извините, но вот прям так и показали. Попу показали. По попе вы его узнаете, либо его попа привлечет ваше внимание. Вот прям мужика не видите, а попа в глаза кинулась. Смотрите и думаете, ой, какая красивая, ой, прям так и хочется ущипнуть. А потом опа, на глаза, ой, какой хороший, приятный мужчина. Идет вот такое вам знакомство. Знакомство в каком-то, ну, я не знаю, публичное место, открытое место, много людей. Может быть магазин, может быть какой-нибудь там ресторан, может быть какое-то застолье, да. То есть идет знакомство с человеком с красивой попой. Человек сам по себе очень красивый. Особенно вот для молодых девочек. Ну, тут такая страстная любовь. Вот прям с первого взгляда, и, как говорится, на всю жизнь. На всю жизнь. У вас какой-то скорый брак идет, прям буквально, да, познакомились, чуть ли не на следующий день пошли оформлять свои отношения. Вот. Жизнь такая у вас интересная с ним будет. Вот очень правильный классический брак идет. Когда мужчина охотник-добытчик, а женщина хранительница очага. Вот, добрая, очень добрая семья. Тьфу-тьфу-тьфу. Девочки, кто у меня здесь постарше, кто, у кого дочь, да, никак замуж не может выйти, у кого внучка, да, ну, понятно, что разные ситуации. Вы, пожалуйста, вот ближайшие, может быть, ну, пару недель какое-то мероприятие, где будут собираться молодые люди. Вот, вы ее почаще выгоняйте из дома, чтобы она на такие мероприятия ходила, да. И она найдет, девочки, найдет, и счастье свое найдет, и вы счастливая будете. Будете смотреть на нее и прям умиляться. Тьфу-тьфу-тьфу, да, как хорошо живет. Вот вам, может, не повезло в жизни, а вот доченьке вашей, либо внученьке очень повезет. Очень хорошее событие. И так на сердце приятно, вот прям легко, хочется улыбаться. Детишки очень интересные, красивые будут. Так, еще важный момент. Момент какого-то желания идет. Кто-то знает о вашем заветном желании. Какой-то человек знает. Может быть, близкий ваш человек, может, просто знакомый человек. Может быть, вы кому-то недавно говорили, что вот это моя мечта, это мое заветное желание. Вот этот человечек, он постарается вам это желание исполнить. Это в его власти. Либо такая возможность у этого человека появится. Исполнить для вас это желание. Знаете, это как подарок вам идет. То есть человек подгадает какой-то дате, и это желание для вас исполнит. То есть подарит вам это желание. Это прекрасный момент, который очень положительно отыграется и на вашем настроении, и на вашем здоровье отыграется очень хорошо, и на отношении с этим человеком очень хорошо отыграется. Просто прекрасно. Да. Так, еще одно событие, очень, кстати, яркое событие для замужней женщины. Вот кто у меня замужем и кто у меня... Но я не могу сказать, что вы страдаете, скорее вот вам скучно. Да. Может быть, давно замужем, может быть, каждый живет своей жизнью, своими интересами, там, встречаетесь чисто на кухне, да, периодически и все.
как друзья, скорее, наверное, живете с тем своим мужем. Смотрите, у вас с мужем как искра идет после посещения какого-то. Куда-то вы попадете, где-то вы побываете. Чем-то вы впечатлитесь очень сильно. И вы, и ваш муж. И у вас искра идет такая яркая, вот прям поджигает вас, вашего мужчину. У вас как вторая молодость начинается, второй медовый месяц. Вы такие страстные оба. Вы будете просто шокированы тем потенциалом, каким вы обладаете, каким обладает ваш муж. Да, вот может 20 лет вы вместе, а может и 30 лет вы вместе. Но у вас прям, молодость отдыхает, вот 100% отдыхает. Вас так друг к другу потянет. Вас будет просто не оторвать друг от друга. Не могу сказать, чем вы так сильно впечатлитесь, но вот это событие, оно вот совсем уже близко. Если у вас детки уже взрослые, они просто будут в шоке, да. Как так, да, знали им столько лет и маму, и папу, и чтобы они прям на друг друга такими обожающими глазами смотрели. Но кто вас знает, все будут в шоке, все будут поражены, но это хороший шок, хороший. Вот люди за вас будут радоваться. Так что готовьтесь, покупайте красивое белье. Впереди вас ждут очень жаркие ночи. И, как знаете, восстановление, как вот костер вашей любви, вашей страсти, да, дровишки новые придут. И все. Любовь и счастье вдвоем. Прекрасные взаимоотношения. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.